или как? Все равно, да? Можно начинать? Добрый день, уважаемые коллеги. Вас приветствует Институт развития образования. И сегодня у нас такая с вами коротенькая встреча, которая посвящена документам, которые нам с вами необходимо заполнить и направить нам для подтверждения целевых показателей по целевому проекту «Эффективная школа», и конкретно этот вебинар для получателей грантовых средств грантового конкурса. Итак, уважаемые коллеги, я напомню, что мы с вами в октябре проводили грантовый конкурс между школьными командами. У нас было 3 команды победителей, до которых до всех, как нам отчитывается наша бухгалтерия, уже деньги доведены. Также мы направляли вам письмо с разъяснениями о том, на какие строки расходов вы можете потратить эти целевые средства. Я напомню эти расходные строчки. Во-первых, это приобретение оборудования. В первую очередь учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного. То есть на ваше усмотрение то, в чем у вас есть потребность, у каждой конкретной школы или у команды. Да, у нас, я знаю, что одна из команд решила объединить усилия и, собственно, на общую сумму сделать такую закупку. Но, тем не менее, направления все равно остаются. Итак, это оборудование. Второе, если у вас есть потребность в закупке методической литературы, то также это можно сделать. Третье, оплата подписки на профессиональную периодическую литературу, в том числе издаваемую в электронной форме для учителей или для руководителей образовательных организаций. Следующий пункт – это пополнение фондов библиотек. И последний пункт на повышение квалификации или профессиональную переподготовку руководителей или педагогических работников образовательных организаций. То есть вот такие у нас были с вами заявлены направления расходования средств, деньги доведены, и мы надеемся, что вы уже начали их активно осваивать, поскольку здесь также есть у нас определенные ограничения, да, то есть каждая из ваших образовательных организаций в разный период получила, то есть в разные даты, вернее, да, могли получить эти деньги. Это зависит от банковских услуг и от периодов работы банков. Поэтому, собственно, мы направили всем одной датой, да, но получение может быть в разные даты. Так вот, обращаем ваше внимание, уважаемые коллеги, на то, что необходимо вам освоить эти средства не позднее, чем в течение 30 календарных дней с момента получения вашими образовательными организациями этих средств. То есть у вас дается, грубо говоря, месяц на то, чтобы эти средства были освоены. И мы сейчас подготовили для вас письмо в расходовании этих средств, да, и об отчетных документах. Вы это письмо получите в ближайшие дни, как только оно будет подписано. Вот, мы предварительно проводим такой информационный вебинар, да, и следом вам придет письмо. В этом письме вы увидите в приложении форму отчета об использовании денежных средств. В этой форме отчета указан исполнитель работ, наименование работ, сроки, содержание соисполнителей и так далее. Что такое исполнитель работ? Это та организация или какой-то посредник, да, к которому вы обратились по поводу того, что вы хотите, собственно, оплатить какой-то товар или услугу. То есть это может быть компьютерный магазин, да, если компьютерное оборудование закупаете, или это может быть КРИО, если вы хотите к нам прийти на переподготовку. Или еще, соответственно, издательство просвещения, допустим, если вы подписываетесь на профессиональную периодику. Да? То есть это исполнитель работ, это та организация, которая, собственно, вам предоставляет работу или услугу. Поэтому, если у вас несколько исполнителей, да, то есть вы не на одну строчку потратили, а на несколько, вы, соответственно, указываете, дублируете эту табличку, да, и указываете объем, значит, средств, да, которые были освоены с этим исполнителем,
и снова дублируете табличку для того, чтобы показать нам, куда вы еще потратили остальные средства. Обратите потом внимание, что в этой табличке в форме отчета об использовании денежных средств у нас также в последней строчке будет значиться дата заполнения отчета. Так вот, уважаемые коллеги, мы там вам сделали пометочку, потом ее, пожалуйста, уберите, когда будете заполнять для нас, да, она еще подсвечена другим цветом, чтобы вы ее точно увидели. Еще раз напоминается, что дата заполнения отчета у нас также должна быть не позднее, чем в период 30 календарных дней с момента получения вами денежных средств. Ну, собственно, дальше там все понятно. Это наименование работ, услуг, которые вы заказываете, или товаров, услуг, область использования. Ну и, собственно, указывается также значит, освоение средств в рублях, то есть сумма. Также здесь есть такой пункт, как причины неосвоения. Допустим, вы можете сказать, что вы только заказали какую-то услугу, допустим, вы хотите обучить в КРИРО какого-то вашего сотрудника на программе переподготовки. Но эта программа переподготовки у нас начнется только 15 декабря, да, и продлится еще в следующем году. Поэтому вы можете сделать предоплату или только заключить договор о намерениях о том, чтобы эти деньги направить нам, да, а услугу получить позднее. То есть те из вас, кто будет в таких условиях осваивать целевые средства, да, вы, пожалуйста, это отметьте. Так, и вам необходимо будет нам направить оригинал отчета по Почте России, да? По Почте России нам надо будет получить от вас вот этот оригинал отчета, который вы получите от нас в письме на этой неделе. И обязательно к отчету необходимо прикладывать документы, которые будут подтверждать факт либо поставки товара, либо получения услуги. Что это может быть? Это могут быть заверенные копии счетов фактур, договоров, актов выполненных работ или товарных накладных. То есть, уважаемые коллеги, вот вы знаете, скорее всего, уже имели опыт также, да, обращения с целевыми средствами. Вы должны понимать, что целевые средства – это очень серьезные проверяемые строки расходования средств, поэтому мы не можем с вами отступать от тех, значит, направлений, которые были обозначены для расходования средств. Ну и мы должны выдерживать определенные сроки, да, которые также вот составляют здесь 30 календарных дней, в которые мы должны очень быстро эти средства освоить. И потом, когда письмо вам будет направлено, пожалуйста, обратите внимание, естественно, по всем вопросам вы можете звонить нам, но по финансовым вопросам, по заполнению каких-то товарных накладных там, и других бухгалтерских документов, пожалуйста, обращайтесь в нашу бухгалтерию. Конкретно у вас в письме указан будет телефон Натальи Владимировны Кривошеиной, которая вам разъяснит все моменты относительно правильного заполнения отчетных документов и подтверждающих документов. Поэтому она у нас представитель бухгалтерии, заместитель главного бухгалтера. Поэтому, собственно, все бухгалтерские вопросы, пожалуйста, задавайте специалисту. Мы лишь только по сопровождению, да, можем ответить на вопросы, которые не касаются банковских реквизитов, которые не касаются составления других финансовых, да, документов. И если у вас есть вопросы сейчас, пожалуйста, у нас вот открыт чат, да, я смотрю, пока вопросов нет. Но если есть вопросы или будут вопросы, если есть какие-то затруднения, если вы сейчас впервые услышали о том, что вам направлены деньги, или о том, что их необходимо вот потратить в течение месяца, да, вы можете звонить нам, мы вам будем разъяснять в том числе и эти вопросы. Ну и пользуясь случаем, пока я жду, может быть, у нас появится вопрос какой-то в чате, я хочу еще раз поблагодарить наши школьные команды за то, что очень качественно, своевременно и грамотно оформили документы
У нас была промежуточная федеральная проверка. 25 октября она прошла, и, насколько нам известно, нареканий не вызвала, поскольку, значит, в этом тоже, как мы считаем, есть огромная доля вашей заслуги, да, то есть большая часть, потому что это именно вы стали получителями, в том числе федеральных грантовых денег, вот, и вы сумели на уровне Российской Федерации продемонстрировать опыт, значит, и методический, и организационный, и разработческий, и аналитический опыт. Это было оценено на уровне России. Поэтому мы вас хотим, конечно, поблагодарить за сотрудничество и за то, что в условиях большой информационной насыщенности вы очень хорошо делаете то, что требуется в рамках федеральных различных конкурсов. Уважаемые коллеги, ну если вопросов нет, у нас, собственно, на этом все. Да, мы просто хотели, чтобы вы, получив письмо, не удивлялись тем моментам, которые здесь у нас представлены, да, чтобы вы могли понимать, почему, да, указаны, соответственно, такие координаты, как бухгалтерии, да, или такие документы, подтверждающие, и соответствующая форма отчета. То есть ждите письмо со дня на день. Мы надеемся, оно будет подписано и вам придет, для того, чтобы вы могли заполнить этот отчет. Он несложный, да, там, в принципе, он довольно типовой, что куда мы израсходовали, сколько израсходовали, и вот подтверждаем такой-то накладной товарный или договором оказания услуг. Ну что ж, уважаемые коллеги, я вижу в чате вопросов нет, поэтому большое спасибо. Вот и на этом сегодня все. Спасибо за ваше участие.